Так, Ялху. Я чуть-чуть подожду. Ва алейкум ассалам, Мага. Решил чуть-чуть подождать. Объявиться яшу асар. Поэтому ва алейкум ассалам. Машло. Здравствуйте, Диана Денисовна. Спасибо, все хорошо. Маг, Мокшалы, Мокшал Дикю, алхамдулилlah. Рустам Халидов. Дал везель. Телефон номера. Так, Ламахов, алейкум ассалам. Насчет номера телефона. Тут я в своих видео выставляю свои контакты. Там Telegram, есть Instagram, есть Facebook. То есть мне легче вот через эти контакты выйти на связь. Левер Маршал Ламахов. Рустам, я сказал, как со мной лучше, легче связаться. Так, я чуть-чуть подожду, прочитаю сначала ваши комментарии, потом начнем эфир. Байсенгу, салам уйбая, валикум салам, машуа. Войду и хайт. Мага, так, Анзор, ты слышал Джамбулата в группе Хасана? Я в то время был занят, я не смог прослушать полностью. Как я знаю, это несколько часов было, имеется в виду чат. А так чуть-чуть слушал. Ва алейкум ассалам. Рустам Халидов, где закрыта страница? Меня можно найти в Инстаграме, можно найти в Телеграме, можно найти в Фейсбуке. Вот. Байсангур, в Страсбурге Хумдал Шамцелону, Хуэта. Вондер, Волшкича, Нахила душа, Договорша, Луксум, Кусахач, Франция, Страсбург. Ва алейкум ассалам, Андрю Филлипс, Мухуха, Ваша. Алхамдулилlah, дику. Дику. Массобу Салтагва, Казахстан. Ва алейкум ассалам. Очень приятно, что заходят наши братья. Мелхий Борс, давно тебя не видели, привыкли в последнее время тебя смотреть онлайн. Ну, я тут все еще продолжаю встречаться с людьми. На данный момент в Страсбурге. Буквально недавно приехал сюда, в Страсбург. Нахожусь здесь. Ва алейкум ассалам, Буарс чеченский. Так. Я все еще с телефона выхожу на связь. Так, прогресс, ва алейкум салам. Шуду алмаш. Леля машалхал. Джахар бидай, алхамдулилlah. У меня все хорошо. Живы, здоровы. Насчет Сакурова, то, что вы знаете, скажу
Там уже недовольные появились. Мне было интересно их почитать сегодня. Как его там они обзывали и так далее. Ну, конечно, им это не понравится, ни Путину, ни его там холопам это не понравится. Должны были уже давно отделить себя, уйти с Кавказа по-хорошему. Вот. Если бы раньше ушли бы, то меньше проблем было бы. Как мы видим сегодня, мы уже видим, что они начинают понимать, люди в России, что им это невыгодно. Спасибо, брат. Барак Аллах, брат из Казахстана. Читаю твое сообщение. Так, bienvenue, Бог, прогресс. Allah рейс хуил. Ашмаалар, мерси боку. Школа, амин у нас. Так. Валикум ассалам, рамталлах баракату. Адам Орсо. Валикум ассалам, Сидана Дарова. Так. Угу. Весь чат, хамдулилlah, что еще. Смотрящий, алхамдулилlah, валикум салам, алхамдулилlah, шадик дигду. Так. Место Че Гевара насчет перепалки Путина с Курова о Чечне. Ну вот я только что сказал, им это высказывание не понравилось ни Путину, ни его холопам. И понятно, почему не понравилось. Там даже этот его главный холоп начал там обзывать этого Сакурова. Вот. В общем, коротко говоря, выпендриваться перед Путиным, чтобы еще одно очко заслужить себе. Так, Мелхиб, насчет телефонного разговора Халитова. Ну, в общем, что начнем. Люди тут собрались. Бисмиллахи рахмани рахим. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Я приветствую вас всех, мои братья и сестры, и все, которые смотрят этот эфир. Вот. Сегодня по-любому я должен был выйти на связь с вами. Я сейчас нахожусь в Страсбурге, во Франции. Приехал сюда, чтобы встретиться с нашими братьями. Вот. И, как вы знаете, сегодняшняя дата, 11 декабря, это дата, когда российские войска вторглись на территорию Чеченской республики Ичкерия в 1994 году. То есть, как мы ее называем, началась Первая российско-чеченская война. Российско-чеченская война. Но, как раньше я говорил в своих эфирах, вообще-то она велась уже даже до ввода российских войск на территорию нашей республики, потому что была попытка штурма города Грозного 26 ноября. И это все обернулось позором, поражением той же российской армии, потому что это были российские танки, которые вторглись на территорию
Грозный. И в этих танках были российские военнослужащие. Мы об этом раньше говорили. Вот. И сегодняшний эфир я хотел бы посвятить этому дню. И как я сказал, я просто был обязан, должен выйти с вами на связь в такой день. Это наша история. И это очень важно. Хранить нашу историю. Сейчас, секунду. Асланбек, скандал. سألت غير شو قهوك شو قا ديلا مبوسريات ديلا يات شو كديرو بتانيات شو إيودو بتانيات تون ياخي تنشاريات سايق здравствуй سايق привет Алмегадон супер цаде до ё и турбан чуволш вот так вот время звук у кого звук пропадает тут звук есть. Ман Чечен, звук, ничего не слышно уже. Так. И сейчас не слышно. Странно. Валейкум ассалам. Пропадает? Байсангур. Вот он пишет. Так, слышно. Ну, Джахар, все тут говорят, что слышно. Так, есть звук. Да, Муслим Баркин, в то время Баркал, спасибо. Слабый звук. Но я вообще-то громко говорю. Понял. Хорошо тогда. Отлично. Все понял, хорошо. Спасибо. Так, пока тут Мага дела и шбицам целасон дела цела. Тревор Филипп, сколько тогда было воинов Ичкерии? Именно когда? Почему 300? Их было больше, если ты имеешь в виду момент начала Первой российско-чеченской войны. Ну вот тут советуют, если у кого звук плохой, просят перезайти. Андрю Филлипс. خبر دویتر دو در قهو دویتر دو تاره خبر سدیتر شيء دش دي باتسوش شيء مش دي ما باتسوش طبعا вот так قهو دویتر يتر وعليكم السلام Кавказ. Все понял. Кавказ, Баркал. Я сейчас комментарий дочитаю. Дочитаю и
Байсангур Борса может даже, да, на лысо побриться, как ты пишешь, ради прикола. Ну вот, оставим всяких лопухов, труболазов и будем говорить о важном. Вот, сегодняшняя дата, 11 декабря, это дата, когда российские войска вторглись на территорию Чеченской Республики Ичкерия. Это произошло 11 декабря 1994 года. Мы называем это датой начала Первой российско-чеченской войны, 11 декабря. Но, как я говорил ранее в эфире, война шла, но крупномасштабные боевые действия начались уже в декабре. И первая попытка была осуществлена 26 ноября 1994 года, когда российские танки, в которых были российские военнослужащие, солдаты и офицеры, вошли в город Грозный. И там же были разбиты эти войска. То есть даже можно смело назвать дату начала войны 26 ноября. Вот. Я не буду все сейчас перерассказывать. Многие здесь из вас это слышали, видели и в курсе этих событий, что принесла эта армия на нашу землю, и сколько людей было убито, мирных жителей. Я не говорю только о чеченцах. Российские войска убивали, наносили ракетно-бомбовые удары не только по чеченцам. У нас в населенных пунктах, в больших и маленьких городах и селах проживали наши братья ингуши, дагестанцы, азербайджанцы, даже русские, их было тоже много. И российские войска убивали всех подряд. Всех подряд. Вот что принесла нам Россия по приказу Бориса Ельцина и с молчаливого согласия мирового сообщества, как я это всегда подчеркиваю. Вот. Это произошло, эта война, вторжение началась 11 декабря, и она длилась до августа, до 6 августа 1996 года. И Россия с позором проиграла эту войну, и ей с позором пришлось уйти с территории Чеченской Республики Ичкерия. Тут меня просят рассказать про Кадырова, который по трубам лазит. Кавказ рассказать им? Как ты думаешь? Ничего, скоро еще раз залезет. Ну вот, как я сказал, многие тут испытали все это на себе, но самое главное для нас это рассказывать, передавать это все поколению, то есть передавать нашу историю, что происходило, кто виновен в этих событиях, убийстве нашего народа.
Вот. Очень важно, как мы знаем, Россия и холопы сегодня делают все, чтобы и изучать, давать вот эту свою информацию, где они обвиняют в этих войнах нас, самих чеченцев. Якобы мы виноваты в этих войнах, представьте себе. Вот. То есть, где бы мы ни находились, в каких странах мы ни находились, мы должны рассказывать это молодым, передавать им эту информацию. Что именно происходило, как это происходило и кто виновен, что принесла нам Россия на нашу многострадальную землю. И уже так коротко сказать, Аллах газат обал дольце массера царь от стамтя добольчера. Пусть Аллах помилует всех, кто погиб на этой войне, которые были убиты российскими войсками по приказу Ельцина, по приказу Путина. Аллах дехал больше массу. Да, я видел Кавказ, истерику Кадырова из-за слов Сакурова. Вот. Прочитаю ваши комментарии. Явилась истина. Анзор, я как-то задавал вопрос тебе в эфирах про тоннели 10 или 15 метров в глубину между городами. Они тогда при Ичкере были бы эффективны, разве никто не додумался их создать? Не до этого было. Даже не до этого было. Почему? Вся эта армада была разгромлена без этих тоннелей. Там тоннели не требовались. Демир, валейкум салам. Расскажите, пожалуйста, про покушение на Масхадова после 99-го года. Были ли случаи, когда федералы были близки или не подозревали, что вот удалось бы его поймать? Было много случаев. Не поймать, а вот, скажем, попадал в окружение. Вот. И бывало по его местонахождению наносили ракетно-бомбовые удары. Вот. Было много случаев. У меня даже тут на канале одно видео есть, где они идут, и по ним ведется артобстрел. Кавказ. Конечно, все идет как надо, все как планировалось. Я даже удивлен, приятно удивлен результатами
Как я сказал, сегодня приехал в Страсбург, встретился с нашими братьями, да? Вот так? Хорошо. И на данный момент нахожусь здесь. Общаемся тут и просто решил сделать эфир, выйти на связь с вами. Вот. Так что все идет хорошо. Рустам Халидов. У меня нет Facebook, как мне выйти на связь в Инстаграме? Хорошо, после этого эфира я посмотрю в Инстаграм, загляну и приму тебя, иншаллах. Лев Ингушский, я тебя игнорирую. Я сейчас просто с телефона, поэтому мне как-то неудобно, поэтому мне приходится медленно читать. Джахар Дудаев, я помню насчет фонда, я помню, как ты писал тут. Я как-то... Ну да, спасибо, мне приятно, что у тебя такие идеи. Но сейчас много другой работы. Фок Вира, как вы считаете, когда власть поменяется, что будет с Россией? Я просто задаю вам вопрос как человеку, который имеет очень большой жизненный опыт. Но что будет с Россией? Знаешь, что я хотел бы сказать? Хотя я и раньше озвучивал, это говорил. Я за то, чтобы в России появились люди в руководстве, которые думали бы о своем народе, действительно вставали бы с колен, они сейчас на коленях, имеется в виду Россия, и дружила бы с соседями. Мы не хотим, чтобы у нас был неадекватный сосед. Такой сосед, который, когда захочет, начнет войну, вторжение на чужие территории, убивать другие народы. Вот, то есть мы за то, чтобы в руководстве России были адекватные люди. Я имею в виду, что я желаю мир этой России, российским народам. Darkness Фредерик, Анзор, кто все-таки сеет вражду между народами Северного Кавказа и кто главный исполнитель в этом мерзком деле? Ну, как кто? Кремль? Кому это выгодно? Кому выгодно, чтобы мы друг с другом враждовали, чеченцы с ингушами, или там чеченцы с грузинами, чеченцы там с дагестанцами, дагестанцы, например, там с азербайджанцами или там с ингушами. Это им выгодно. Это им выгодно. Если бы
Кавказ был бы единым целым, если бы такой вражды не было бы, то мы были бы намного сильнее, и настолько сильнее, что Россия не смогла бы вторгнуться на наши территории, когда им захочется, или даже начинать какие-либо войны. Вот. Не нужно вестись на разного рода провокации. Вот что я скажу. То же самое, что я говорю всегда. Валикум ассалам, Алания Гирай. Уважаемый Анзор и его сторонники, привет из Турции. Так. Ну, привет, Турция. Валикум ассалам, Саваш. Маркович Виктор, валикум салам, брат. Знаком ли вам был Иса Умаров? И что можете сказать о его жизненном пути? Ну, так, да, я был знаком. То есть, ну, ничего такого я добавить сейчас не смогу, но вы тоже, наверное, слышали, что он был убит, погиб в Сирии, и все об этом знают. Рустам Халидов, хорошо, Дигдо, я понял. Моя заставка в Инстаграме, дерево зеленое, Аслан, я закрутил. Да нет, тут дело не в путешествиях. Я уже в своей жизни напутешествовался. Мне просто было необходимо пообщаться с людьми. Так выйти из виртуальной жизни и встретиться с людьми и уже им задавать вопросы. Вот. Валейкум ассалам. Саваш. Валейкум салам. Так, то есть Саваш пишет мне. Анзор, я живу в Страсбурге, приди в гости. Ну, я не знаю, где ты. Я тоже тут, в Страсбурге. Кажется, западная часть. Сейчас, секунду. РВ пишет. Анзор, правда, что Сазан был водителем Радуева и сдал его спящим русским? Насчет сдал, не сдал, я не знаю. Но то, что тот, кого ты сейчас называешь Сазаном, вот эта рыба, да, действительно был водителем Салмана Радуева. Василий Долгтрев, да, вот об этом я и говорю. Вот ты пишешь, конечно, вживую лучше. Вживую лучше, ты видишь человека, ты общаешься с ним, и мне было важно мнение людей. Мнение людей. А для чего, почему, это уже потом будет известно. Вот. Сейчас. Явилась истина насчет туннелей. Но ты хоть знаешь, что можно ли их строить, рыть, эти туннели у нас, например, в Грозном или в других населенных пунктах? Например, я про почву говорю.
Демир пишет, Анзор, насколько хорошо работала разведка Ичкерии. Ну, достаточно хорошо. Я помню, что ДГБ, НСБ ну, работало хорошо. Получали информацию, у нас была информация. А сейчас все эти детали не буду говорить, просто отвечу коротко так на твой вопрос. Мысли ислама. Ва алейкум ассалам, рамтуллах. Маршвол. Рад тебя видеть. Ва алейкум ассалам, рамтуллах баракату. Масейра был. Аллах эту. Аслямбек. Я. Жанхотов. Так, сейчас, секунду. Политика прямая. Онах. Я сейчас скажу, почему я засмеялся. Онах пишет. Анзор, у вас есть материалы, прямо компрометирующие ложь Кадырова, кем они были на самом деле? Если да, почему не выкладываете? Уверен, что их у вас много. Я не все сказал. Знаете, иногда и выгодно это терпение. Не зря вот, это терпение высоко ценится у нас. И как Аллах говорит нам, терпеливым Он дает победу. Поэтому да, действительно, не все я выложил. Не все. Что-то для чего-то нужно оставлять. А так, почему я засмеялся, сейчас скажу. Ты пишешь, у вас есть материалы, прямо компрометирующие ложь Кадырову. Да, там каждое слово есть ложь. Нет никакой правды. Вот. Или там подлизывание Путину, я там пехотинец, я там оруженосец и так далее. За него жизнь отдам. А так, в основном ложь. И вы это тоже знаете. Валикум салам, муслим. Насчет Терза канал. Что-то я не помню. Терза канал. Чей канал был? И откуда он вещал вообще? Если ты помнишь, знаешь, сообщи. Маркович Виктор читал, что в Турции открыли парк имени Джохара Дудаева. При этом открытии были чеченцы, это диаспора в Турции, да, там были люди из диаспоры тоже. Тут что интересно, буквально недавно, пару месяцев назад, холоп Кадырова как-то говорил, что в Европе, в других странах то есть другие страны там называют в честь Кадырова парки, там улицы и так далее и тому подобное. Я тут
во всех городах, можно сказать, побывал, никаких парков не видел, улиц тоже имени Кадырова не видел. Вот. Но вот появляются такие новости, что, как ты пишешь, в Турции открыли парк имени Джохара Дудаева, первого президента Чеченской Республики Ичкерия. Алхамдулилlah. Джохар Дудаев, Анзор, у меня сильное желание встретиться с тобой и вживую пообщаться. Никаких проблем нету. С большим удовольствием. Мысли ислам. Еврейство. Виталий Суббота. Какой мир будет давать оценку войне в Чечне? Вы в своем уме? Миром правят глобалисты, уже давно нужно это знать. Когда этим глобалистам, там, большим странам это будет нужно, вот тогда они напомнят, что происходило на территории Чеченской Республики Ичкерия, что какие преступления совершала Россия, какие методы применяла и так далее и тому подобное. То есть, когда им это будет выгодно. Западу, Америке или там другим большим странам. Виталий Шворак. Виталий Шворак, это ты тут пишешь насчет... Я сам Машал. Салам Машал, Бог, вижешь, шук. Масайга. Вот, Виталий, ты пишешь, названы в честь Кадырова только, то есть какие-то там помещения. У меня в компьютере корзина так называется. Да, вот Кавказ уже написал. Мысли ислама, не ленись, не ленись. Работай, действуй. Аллах этого боль. Northern Leader. Валикум салам, брат. Удяшту хумаду, иштхуэчшоу. Умдаться, алхамдулillah, даашто, дахани окш. Бана шлилваш. Делуштек деш. Даашто, алхамдулillah. Шо удяшту мокшай. Исмаил Ацаев, ну, огромная тема, мне много времени надо будет, чтобы перерассказать все это. У меня есть одна интересная запись, где Масхадов сам об этом говорит. Я это тоже пока не опубликовал. Так вот, если мы могли давать под суд там даже президента, то представьте себе, какая республика у нас была, какое общество, какая власть была у нас, у чеченцев в то время. Когда могли пожаловаться на президента, там, на руководителя республики. А пускай сегодня, если могут сказать что-либо в адрес там, путинского холопа, этого не сделают. Там не то, что того, кто это скажет, но даже его родственников там всех могут убить за это.
Вот. Они хотели это преподнести как бы, чтобы дискредитировать власть Ичкерии, руководителей Ичкерии, но у них это не получилось. Не получилось. Даже с этим монтированным, вырезанным там видео. Я видел это видео. Джахар Дуда, иншаллах, я приеду вместе с папахой к тебе в гости в Осло. Даю слово, Анзорбо. Ну, сейчас, на данный момент, я не в Осло, я сейчас в Страсбурге, во Франции. Сейчас, секунду. Ва алейкум ассалам, Сайфулlah. Алхамдулилlah, шадик диду. No name, ва алейкум ассалам, брат. Слышал предложение Сокурова отделить Кавказ? Да, я слышал. Давно пора самим отделиться от Кавказа и оставить эти народы в покое. Не провоцировать, не начинать войн, не навязывать какие-то там диктаторские режимы, свои режимы. Вот. Оставьте в покое Кавказ. И это, я уверен, будет даже лучше для самой России. Раз уж нормально жить не умеет и другим не дают, то пускай отделяется от Кавказа. Лариску. Кавказ там угол КРА пишешь. Нет, у меня корзина КРА. Вот такое у меня отношение к этим 3 буквам. Так. Мысли ислама. Ты насчет лени говоришь. Я уже вторые сутки не сплю. Так что не ленись. Каек дизвай, валба дизвай. Астабо, астабо. Алла, этого было. Так. Сейчас я читаю ваше сообщение. Кавказ, напиши что-нибудь. Так. Я скоро пойду уже. Я сейчас нахожусь на встрече. Просто отпросился, говорю, мне хотелось бы выйти в эфир. Именно сегодня это надо сделать. Вот. Потому что сегодняшняя дата важна. Мы как раз сидели, разговаривали, общались тут.
вспоминали вот эти все события, а также говорили о настоящем, о сегодняшнем даже кризисе, вот, в котором мы находимся, а также что нам делать и как нам идти вперед. Вот такие общения у меня сейчас с людьми здесь. Кавказ. Надеюсь, у меня это интернет не остановился. Мне кажется, сообщения остановились. Может, даже из-за интернета. Скорее всего, интернет виноват. Так, ладно. Я тогда завершу, присоединюсь к братьям. Нам надо обсудить некоторые вопросы. Поэтому еще раз скажу, что мне хотелось в этот день, как всегда, я стараюсь выйти на связь и напомнить об этом мне. И сказать, что это важные даты, и их не надо забывать, и об этом надо говорить, вот, вспоминать эти события и также учить наше подрастающее поколение, что происходило, именно нашу историю. Тогда я благодарю всех. Иншаллах, думаю, скоро уже я более конкретно расскажу про всю эту работу, которую мне удалось по воле Аллаха сделать. Более подробно об этом расскажу. Аллах рейсхуин, масана. Тут даже у меня комментарии остановились. Не знаю почему даже. Всех благодарю. Аллах газет кобал дойрва масера дабон была вежри ежри. Иншаллах шадик дикхаду. Иншаллах. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.